фуйте я 32 вертела. Я сама себе помогаю. Я не знаю, что такое Ленинград. Но мне так захотелось в незнакомый город поехать. Девочки, это что-то невероятное. Сара Садыкова, она и драматическая актриса была, очень хорошая, говорят. Я никогда ни у кого ничего не прошу. Малину я сажала на каждый палец. Вот так. Это был 33-й год. Мне было 8 лет. Я нигде не училась. Меня в школу не давал. Тут в школу не дали учиться. Там тем более. Я нигде не учусь. Октябрь месяц идет. И вот по-русски не понимаю ничего. И мама очень боялась за меня, потому что Айдарский умер от туберкулеза легких. А в это время они учились в оперной студии уже, консерваторию окончил, ездили в Уфу. А в Уфе они летом устраивали там концерты татарской музыки, башкирской музыки. И все там, в Уфе. И Газизяль Мухамедов, Салих Сайдашевлар, все семьей, все, кто учится, кто не учится, все там в Уфе. Салихабы дирижирует татарские концерты. У меня в одного сына было. Потом тут мы, дети артистов, дружили очень. У меня зрительная память была хорошая, когда я училась в Ленинграде. Я, например, нигде не училась. Мне было 10, на другой год тоже поехали в Уфу, 34-й, 35-й год. И в 35-м году я попала на набор. Детей набирали в Ленинградское хореографическое училище, башкирской, татарской. Я очень любила танцевать. Когда маленькая была, все говорили, что ты танцевала еще, пока еще тапи-тапи не ходила уже, а уже танцевала. Как музыку услышу, так я, значит, ненормальная. Ну, любила танцевать. И бегать тоже любила. Меня спрашивали, когда ты вырастешь, кем будешь? Бегуньей. Бегуньей буду. Бегать тоже любила. Вот, в общем, и я попала в этот самый... Там было детей очень много. Из деревень собирали, в общем... Там собирали так. Первый год обучения, первый класс по специальности, ты должен быть во втором классе по общеобразовательным на 1 класс. Потому что многие дети набирали ведь Башкирии, Киргизии, Туркмении, Казахстан, набирали детей тогда, в тот год, в 35-м. И вот, а мамы дома не было. Мама как раз уехала, Ладзабы Аль-Мухамедов поехали в Белорецк, там город такой, на гастроль. И она меня оставила там, где жили мы, у своей знакомой. И я по городу ходила сама одна. Никто меня, ничего. И я напала случайно вот на этот щит. А в щите я тоже читать, писать ничего не умею. Но мне сказали, кто пройдет, Ленинград поедет. Я это слышала. Ленинград. Я не знаю, что такое Ленинград. Но мне так захотелось в незнакомый город поехать. Тем более я танцевать любила. И вот мне уже все мерещится. Там и театры, и сцены, и танцуют все. И вот
И, между прочим, в Бишвалтадах, где я жила у бабушки, у дедушки, каждый день к нам во двор заходил какой-то скрипач, слепой, на скрипке играл. И я как услышу, так на попе только шубку начеп, деревянные, некрашенные лесенка, шубчеп, и он стоит, играет. И я уже танцую. Что играет, непонятно. Видимо, у меня был слух музыкальный. Вот так перед пианино поставили спиной. И не видя ничего, я должна была угадать, сколько звуков, сколько нот там. 2, 3, 1. Понимаешь? Я угадала. И сказали, через 4 дня на вокзал прийти. В Ленинграде это город-музей. Город-музей. Там у нас было вот так, заняты были. Даже куклы играть время не было. Спрячешься, все равно обнаружат. Отберут куклу, все равно иди готовить уроки. Мы с утра до вечера все экзамены, уроки. И вот, очень любила музыку, урок музыки. После ужина ходим, ищем свободный зал. Вся школа, все училище наше, все же уже ушли, приходящие, которые... Никого нет, только национальное отделение, а мы в другом подъезде, там, где живем отдельно, тут отдельно, где столовая отдельно. В общем, девочки, это что-то невероятное. Галя Хафизова. Я помню, я с ней был один случай. После ужина, когда уже в училище никого нет, только мы, живущие там, мы с Галей Хафизовой решили фуйте крутить. На уроки мы 8 штук делаем, все официально. Но нам хотелось больше. Вот. Мы, значит, все с себя сняли и начали крутить. А в училище кругом люди, там все передали учительнице Наталье Комковой, вот, которая стукала нас туда-сюда. Она не может нам по-татарски сказать, мы не можем по-русски. Вот. И нам, конечно, запретили. Все, кончилось это дело самодеятельности. Но фуйте я 32 вертела. Начала я с Мерты в Жизели. Потом Бахчисарайский, потом Лебедины. Все, что я танцевала, мне все нравилось. У нас здесь пачки не было в Казани. Никто не шил, ничего. В пачках не танцевал, никто ничего. Объявили, что у нас будет Лебединое озеро ставить. И вот привезли вот эту пачку из Горького. Город Горький, как сейчас называется, Нижний Новгород. Из Горького. А в Горьком уже Лебединое озеро, все театры есть. У нас вот это привезли. Я схватила эту пачку и бегом побежала на Баумана, самую лучшую фотографию. А там один еврей был хороший фотограф. Мне говорит, с такой фигурой надо в Ригу. В Ригу, говорит, ехать надо, в Ригу. Скажу откровенно, в театре я не смелая была. За себя не могла постоять. Ну, так получилось. Потому что у меня еще мама была. Мама сама тоже много чего глотнула. Она переживала за меня, я за нее переживала.
Ну, у нас были всякие такие балерины, которые не выходят из кабинета директора. Кабинет директора, они расскажут, покажут, докажут. Все, пока они своего не добьются, они не уйдут оттуда. Но я не из таких была. Была очень самостоятельной, независимой, потому что родители в Москве учатся, работают. Я здесь, в Ишвалтада, Адмиралтейской Слободе, у бабушки, у дедушки живу. 10 лет я тут по-русски ни одного слова не знала, только по-татарски. И, конечно, и вот меня как-то повезли в Москву. Мне было 4 или 5 лет было, не знаю. Я там увидела, как они живут. И очень дичилась своих родителей. И стеснялась, что я по-русски ничего не умею говорить. Вот в окошко увижу, что Айдарский идет домой. Я маме говорю, она сидит, кшин қойтып келе, кшин, твой человек, кшин қойтып келе, твой человек домой идет. Я его папой даже не звала. Где-то в парке мы были, что ли, видела, как это колесо, вот это обозрение. Я с папой сидела, и мы поплыли вверх, а мама внизу стоит, улыбается и машет рукой. Это я запомнила. Вообще, девочки, вот, оказывается, в детстве бывают такие моменты, которые очень сильно хорошо запоминаются на всю жизнь. Вот, это из такого случая я вам скажу. Значит, когда я была последний раз в Москве, мне было 8 лет. Уже исполнилось октябрь. Айдарский уже умер. Вернее, его хоронили. И меня посадили, грузовик стоял высокий, там, где шофер сидит. Посадили туда, дверь заперта, дверь, стеклянное, закрыто. Я там сидела, это я помню, одна. Его кремировали. У него нету могилы. Его сожгли в крематории. И вот всем этим занимался Муса Джалиль. Муса Джалиль был их товарищ очень хороший в университете, журналиста, отделение журналистики. Айдарский учился, Сарасадык учился, все учились. Бакурманше, Сагдеевлар. И они познакомились с Айдарским. Муса Джалиль, подружились, потому что общие идеалы, общее все нас очень объединяет. И вот сижу в этом, и открывает дверь дяденька, видит, что я сижу на месте, так улыбнулся он мне, грустно улыбнулся, вот так сделал по голове, закрыл дверь. Так несколько раз это, я не знал, кто это. Оказался это Муса Джалиль. 41 год, война началась, я эвакуировалась из Ленинграда сюда. Уже тут работала в театре, в оперном. И вот зимой в газетах начали показывать портреты Мусы Джалиля. Его рассказывали, как он предатель, как предатель. И я очень плакала. Я его узнала сразу, узнала по глазам, видимо. Сразу узнала. И приходила домой, а маме говорю,
Я не верю, я не верю. И кызым я тоже не верю. Школьный музей есть Сарсадыковый. Вот школьный музей, да, и мне место оставили, там, уголок. Шел музей, да, хазар обновляем. Ну, они сами ничего не делают, а меня приглашают. Я каждый день туда ездила. Причем на такси туда и на такси обратно. И вот там, конечно, много работы было. И мы провели в этом году, в 24 году, 20-летие школьного музея. Организовали они концерт. Я там из книги выписала и прочитала это. В этом году у нас будет в Доме актера концерт, посвященный 80-летию Дня Победы. И я думала и решила, что это, наверное, последнее уже будет в моей жизни. Мне так кажется, потому что я очень устаю от этих мероприятий всяких. У меня родители такие, они заслуживают того, чтобы их не забывали, чтобы пели их песни. Потом они не просто, они сами артистами были, режиссерами, певцами, актрисами. Та же самая Сара Садыкова, она и драматическая актриса была, очень хорошая, говорят, и оперная певица, и композитор, и еще стихи пишет. О том, что стихи пишет, немногие знают. Это все пошло с того, очень много материала накопилось, потому что много писали в газетах, журналах, и по-татарски, и по-русски. И вот когда я стала убираться, я хотела все это выбросить. Хамзага позвонила, Хамза Бадридиновка, журналисту, а он парень Апостольского района. Yok, Alfiye taşlama. Bu da tarihti, история. Синана китап етіп шығарды. Я решила. Теперь стал вопрос, то ли татарша, урысша вместе или отдельно. Я решила отдельно, потому что урысша, татарша болса, оқымаслар деп енді. Орыслар оқымаслар или татарлар, в общем, все решила по-татарски отдельно, по-русски отдельно. И так у меня выходили книги в Апостольском районе, заведующий музеем. Я поражалась. В этом районе все пишут стихи. И учителя, и директора школ, и первые классы, и 10 классы, 11, 5, 6, все пишут стихи. Я очень поражалась. Думаю, что это за народ такой здесь живет. Все стихи пишут. Выпустила маленькую книжку. Это было в 9 году. Называется «Татар Сандуаша». 1999 год. Я в этом году попала первый раз в жизни в архив к маме, мамин архив. А там Айдарскийның дневниклары. Жылы-жылы оқып отырдым. А потом про себя думаю, зачем я тут сижу и реву. Надо 100-летие исправлять. 100 лет Айдарскому в 99 году. Я сама себе помогаю. Все свое даю. У меня раньше спонсоры были. Но они
деньгами мне не помогали, а мне морально помогали проводить, организовать. Я никому не обращался. А почему? И никогда не буду обращаться, потому что я получаю пенсию, и за пенсию идет, я ведь еще даю печатать. Печатают в типографии эти афиши, потом эти программы. У меня такой характер. Я никогда ни у кого ничего не прошу. Как сама могу, так и делаю. Потому что я с малых лет была свободной. Я жила свободно. У бабушки, у дедушки полная свобода. Кормили. У них был большой плодовый сад. В этом саду малина была, вишня, яблоки, анис. Я больше не обращала ни на что внимания. Я так, когда маленькая была, у них малина как лес. Я же маленькая, а малина вот такая. Я хотела, как в лесу. Малину я сажала на каждый палец. Вот так. Сажала на каждый палец. И ела так. Ам-ам-ам. Яблоки анисовые очень вкусные, оказывается. Дедушка посылал посылки в Ленинград. Я помню. Не налил, то и говорит, никому не показывать, только вдвоем будем кушать. Это ящик, как можешь спереть, все налетают. Очень вкусные яблоки.